Что, короче, Даже- плохие вещества прощайте. Даже, да. Так что, Это еще и средство похудения, да? да, вот с этим лимонадом сегодня, салатиком и поужинаем. Останусь голодным. С этим салатом как бы спать не смогу я. Всем привет, дорогие зрители! Мы опять на кухне, и сегодня я хочу приготовить свекольный лимонад и салат, такой витаминный салат, очень простой, очень легкий. Ну, я тоже поздороваюсь с нашими зрителями. Всем здравствуйте. Ну, как обычно, за кадром я, оператор, снимаю потихоньку. Маша такая сегодня решила нас угостить таким салатом. Говорит, делаю для тебя, Сергей, сегодня разгрузочный день, такой салат и лимонад из свеклы. Что меня очень удивило, название лимонад из свеклы. Получается, там в составе свекла будет. Лимонная кислота в состав тоже входит. Ну. Да, лимонад такой, необычный лимонад такой из свеклы. Я вот тоже решила сделать, потому что много уже прочитала. Очень такой, хвалили этот лимонад. Очень приятно пить. Даже с первого раза говорят, что не узнаешь, из чего это приготовлено. Вот и решила сама попробовать сделать лимонад из свеклы. Ну, Вот. давай, Так Маша, что удивляй меня и зрителей. берем, значит, среднюю свеклу. Но средняя свекла идет на 3 литра воды, кипяченой воды, холодной воды. А мы возьмем, наверное, третью часть свеклы и натерем на терке. У меня, наверное, больше стало, но ничего. Так, и это, значит, мы натерем на терке. Больше пользы будет, больше витаминов. Ну, свекла сырая свекла, давайте. Да, сырую свеклу надо. Не вареная, а свежая сырая Здесь свекла. больше витаминов сохраняется, конечно, в сырой свекле. Так что делаем из сырой свеклы. Можно, некоторые даже делают из вареной свеклы, но этот вариант, как бы говорится, легче и быстрее делается. Свеклу можно и соки делать с разными фруктами, даже с яблоками, с смородиной. Но это в следующий раз тоже попробуем сделать из свеклы такой напиток, сок. Это в следующий раз. А сегодня вот попробуем делать лимонад. И Я, честно скажу, я удивлен вообще названию такому. Какое-то интересное название. Свекольный лимонад. Решила баловать себя и мужа витаминчиками. Причем мужа, любимого мужа. Любимого Сережу. Потому что слишком уж много таких болезней появилось, а может Ой, и не говори. поможет. Ой, не говори Чего-то насчет и этих поможет. болезней. Как я это слово болезнь уже слышу, меня трясет. Это я потом добавляю в кастрюлю и заливаю литром воды. Ну, уже как бы кипяченая, и вода уже остыла. Холодной кипяченой водой, если. Да. Количество 1 литра. Так. Ну так-то да, такая средняя свекла идет на 3 литра, но мы сначала попробуем на литр. Значит, это пусть постоит у нас 10-15 минут, а потом мы это, значит, Процедим, да? процедим, да, все. Это я поставлю сюда, пусть постоит. А через сито есть? Ну, можно и через сито, да. Так, а теперь приступаем, значит, к салату. У нас тоже салат, значит, делается все через терку. Значит, свекла, морковь, яблоки. Можно и добавить редиску. Редиска тоже очень полезная такая, овощ такой полезный. Вот, но сделаем из того, что есть. Значит, яблоки, свекла, морковь и капуста. Самое главное, Маша, наверное, забыла сказать, я добавлю,
все овощи и фрукты сырые. Ну да, да, забыла сказать. Все, да, все сырое. Это очень полезный салат получается, выводит шлаки из организма, такие вещества, плохие вещества из организма выводит. Так что очень полезен этот салат. Все, короче, Даже- плохие вещества Даже, прощайте. да, даже помогает худеть. Так что, А, это еще и средство похудения, да? да, также и средство похудения. Так что приступаем. Так что будем здоровыми, будем стройными. Так что приступаем. Давайте я буду снимать дальше. Значит, Ну, берем что там? половину свеклы уже, что натерли. Все через терку. свекла у нас готова. Вот столечко примерно с одной свеклы. Это одна свекла же, да? Нет, это пол свеклы у меня получилось. А, Половина свеклы. половина свеклы. Да, А. половина свеклы получилась. И еще половину будешь натирать, да? Сейчас посмотрим. Так, натерем морковку сейчас. Так, морковка готова у нас. Тоже сюда добавляем морковку. В этот салат. Ну, морковка такая не маленькая была тоже, давайте. Ну да, средняя морковка. Средних размеров давайте. Да. Потом попробуем капусту. А интересно, капусту тоже на терке, что ли? Да. А, Все капусту натирается даже. на терке. Можно и, конечно, нашинковать мелко, но я попробую на терке. Как получится у меня. Все, дальше Маша натирает. Ну вот мелко получается на терке. Вот такая фракция получается. Мелкая. Да. Капуста натертая на терке. И здесь как бы получается капуста мягкая и сочная получается. Сок прям выделяется уже. Вот, почему не ножом резали, оказывается, почему не нужно ножом резать. Да, она потому сочная что- становится, потому что Когда на терке, она сочная получается. Так, Вот так, она значит, пышная это- какая-то. сюда добавляем. Значит, берем потом яблоко. Ну все, понял, да. Все через терку. Все полезные вещества через терку. Яблоко само тоже очень полезно. И морковка, и свекла, и капуста. Капуста, она противовоспалительная очень такое. Морковка, она сосудистая. Так, яблоко тоже очень полезные. Так что все очень полезный салат. Витаминный. Вкусный салат будет. Полезный, самое главное. Потому что ничего не сварили, а все из свежих овощей получается. Ну, сырых вообще. Да, из сырых овощей, да. Все витамины в целости сохранности, Да. как говорится. Потому уем все витамины еще тепленькие, живые. Ну, конечно, вареная, как бы получается, свекла, там витамины не так много, конечно, остается, а вот все говорят, нужно Сырых, да? фольгу печеную. Вот в печеной больше, наверное, сохраняется. запекать. Да. Свекла запеченная. Ну, когда варишь, естественно, это все в бульон идет, ну, там полезные вещества, много уходит в бульон. А запеченным оно там запекается, остается. Запеченные тоже делают, и борщи тоже запеченные свеклы. Добавляем тоже сюда. А лимонад? 10 минут-то прошло, ну? Да, сейчас делаем лимонад. Это пока сюда подвинем. Я взяла баночку, такую литровую баночку. И, Будем процеживать да, осторожненько.
Ну, цвет красивый. Такая рубиновый. Приятный. Ну вот. Рубиновый цвет такой. Значит, потом берем 50 грамм сахарного песку. Так. Размешиваю. И потом пробую уже на вкус. Слаще, не слаще уже. Послаще надо или нет, это уже... Сейчас это попробуем потом. Может, еще добавить надо. Так. И добавляю лимонную кислоту. Ну, вот так, пол чайной ложки. А теперь попробую на вкус. Вкусно. Кисленько. Лимонад. Самый раз. Да. Лимонад. Так что, зрители, советую приготовить. Вот такой лимонад. Домашний Из свеклы. такой, да. Ну, я бы еще так и советовал лимон выжать вместо лимонной кислоты. Пол чайной ложечки, самый раз, на литровую баночку. И сахар 50 грамм. И не сладкий, и не так, ну, середина такая. Но, короче, получилось самый раз. Лимонад очень вкусный, очень приятный, тонизирующий. У нас, значит, лимонад получился. Теперь надо салат, наверное, заправить, да? Да, а теперь заправляем наш салатик. Ну, заправлять будем... А, сюда прямо заправить, да? Так, я Или в отдельную миску? тарелку. Это сейчас я размешаю ложечкой. Так, посолю. Сначала размешаю, потом посолю. И заправим растительным маслом. Тоже очень красивый получается, да? Угу. Разноцветный такой. Да, такой разноцветный яркий салатик. Полезный салатик, домашний. Тоже легко и быстро делается. Вот с этим лимонадом сегодня, салатиком и поужинаем. Останусь голодным. С этим лимонадом и салатиком у меня живот... Женщины, конечно, не останутся голодными. Живот будет просить мясо, мясо, давай мне мясо. Ну да, для мужчин это, конечно, может и не ужин считается. Значит, сюда я добавляю и заправляю потом маслом растительным, заправим. Так. Ну, я взяла простое масло. Рафинированное, Да, непростое. простое рафинированное. Ну да, без запаха. Конечно, может с запахом вкуснее. Можно оливковое. Ну, наверное, какое масло вам нравится, такими заправляете. Так, значит, у меня салатик готовый. Вот такой, поближе покажу. Вот такой яркий, красивый, с яркими красками. Сейчас попробуем этот салатик. Как? Разгрузка пошла. Чувствуется? Свежесть. Все свежее. А действительно вкусно. Яблоко придает такой сладковатый привкус. С кислинкой, наверное, даже. Действительно такой легкий, приятный, да, салат. Мне понравится. Ага. Очень вкусный, да. Маша ужинает вот таким легким разгрузочным салатом и вкусным лимонадом. Лимонад, говорит, вообще классный, очень вкусный. Лимонад, да. Вообще Да? не ощущается, что из свеклы сделано.
Вообще, прелесть, красота. После бани вообще. Во! Так что советую всем попробовать такой лимонад. Простой, самый простой рецепт, конечно. И очень легко делается. И салатик то же самое. Ну, салат, да, салат такой легонький. Ну, салат салатом, а думаю, картошечку Маша мне пожарит все равно на ужин. Без этой, с этим салатом, как бы, спать не смогу я. Да. Вот. Мгм. Ну, вот такой салат, который мы рекомендуем всем попробовать и всем сделать. И лимонад. Лимонад, да. Лимонад очень Свекольный. домашний такой. Домашний Да. лимонад. Вкусно. Домашний свекольный лимонад. Полезный, самое главное. Так что лучше делать дома свой собственный, а не из магазина. Так что советую приготовить. Не пожалеете. Ну ладно, вот все. Наверное, будем, ну, скажем до свидания нашим зрителям, нашим друзьям канала. Всем пока. Да. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Делайте Да. такие вкусняшки. Простые, но вкусные вещи.